И снова доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Прайм необычный. Прайм марафона Сейв АТР. Голос Крыму має бути в эфире. Все эти дни, уже третью неделю происходит этот марафон. Мы приглашаем именно в это время людей, которые нам наиболее дороги, которые наиболее четко отвечают на вопрос, зачем бороться за Крым, зачем мы вообще нужны, и которые являются нашими постоянными верными друзьями всю жизнь нашу, да. И сегодня я хочу даже не представить, а просто сказать, что у нас в гостях Иосиф Зисельс, это легендарный советский диссидент, человек, который является участником инициативной группы 1 января и сопредседателем ВААД Украины, это Ассоциация еврейских организаций, в том числе исполнительный директор, вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Салям алейкум. Салам алейкум. Ну, вы всегда к нам приходите, особенно когда нам трудно, вот, и приходите не просто так, знаете, там, что-то сказать. А сегодня было заявление, рух опора капитуляции выпустил заявление в защиту АТР, который одним из людей, который подписал это заявление, там много очень известных фамилий украинских общественных деятелей, интеллектуалов и так далее, был Иосиф Зисельс. И я прошу, давайте послушаем это заявление, а потом пан Иосиф нам добавит что-то. Ну, для меня Крым — это не просто часть Украины, это часть меня, потому что я связан с крымско-татарским движением уже еще с 70-х годов. Да, я знаю. А знаю о нем еще раньше, с 60-х годов, по различным, в кавычках, вражеским голосам, слышал о борьбе крымско-татарского народа за возвращение к Киеву. И тогда еще проникся такими... Еще когда не видели ни одного крымского татарина. Да, я тогда не был знаком, я не помню в нашем окружении, в Черновцах, чтобы были крымские татары. Не знал никого. В Крыму-то не было. Но имя Мустафа Джемилев я услышал по радио и думал... Думаю, потому же радио, что и все, «Голос Америки», да? Ну, или «Свобода», или BBC, да. У нас есть цитаты, да, и потом я где-то с конца 60-х годов начал получать самиздатовскую эту рассылку «Хронику текущих событий». И там каждый номер крымские татары, генерал Григоренко, да, Анатолий Капсон. Ну, все время, в каждом номере было посвящение, это раз в 3 месяца выходило, запаздывала сильно из-за репрессий. Но в каждом номере была отдельная глава, посвященная борьбе крымско-татарского народа. Это когда, знаете, когда не было интернета, не было Фейсбука, ничего не было. За все это можно было сесть в тюрьму, на самом деле, за передачу этой бумаги. Вы не представляете, 12 копий закладывали в машинку. Последние копии вообще читать было невозможно, было догадываться. Наши крымские татары в Узбекистане через забор машинки перебрасывали и делали. Да. У нас есть озвученный текст обращения руха против капитуляции. Давайте сейчас запустим его, а потом продовжимо. Блокування роботи кримсько-татарського телеканалу є неприпустимим в умовах гібридної війни з Росією. Особливо після анексії Криму, історичної батьківщини кримсько-татарського народу, Кремли, який в такий спосіб позбавляється об'єктивного доступу до інформації про ситуацію в Україні. Росія знищила всі незалежні медіа на анексованому півострові, і АТР залишається чи не єдиним, справді незалежним та об'єктивним джерелом інформації не лише для Кремли, а й для українців півострова. Во-первых, я благодарен, что вы название Кремлы используете. Это очень правильно, потому что мы действительно крымцы, мы крымский народ. Да, но во-вторых, вот что подвигло вас и ваших коллег это сообщение написать, и на что вы рассчитываете, на какую реакцию? Ну, для меня выбора нет в этой ситуации. Когда речь идет за или против крымских татар, я всегда, естественно, становлюсь за. И если вы помните, я приезжал же постоянно в мае в Симферополь, выступал на митинге большом и всегда говорил то, что даже не говорили украинские политики, что я всегда поддерживаю и буду поддерживать право крымско-татарского народа на национально-территориальную автономию. То есть я всегда был за то, что это должна быть четкая, понятная юридическая дефиниция. Крымско-татарская национально-территориальная автономия. Для меня очень важно это, потому что для меня крымские татары, и многие, может быть, это не знают, это коренной народ. То есть народ, который не просто
был создан здесь, сам себя создал на этой территории, а еще то, что у него нигде в другом месте мира нет своего государства. Это единственная земля, на которой они выросли, на которой они воспитывают своих детей, на которых они зарабатывают свой трудный кусок хлеба. Единственное место, где они могут создавать свои школы, свои детские сады, изучать свою историю в полном объеме, это только Крым. Поэтому тут как бы двух мнений нету. Поэтому я, как участник стратегической рады рухов про капитуляции, естественно, сразу выступил в поддержку этого заявления. Я очень рад, что мои друзья и коллеги там, украинцы, которые не знали так долго, как я, и крымские татары, не имели друзей среди крымских татар, все равно они настолько уже развиты как народ, как политическая нация, что они не представляют себе Украины без Крыма и без крымских татар. Я вот подумал сейчас, когда слушал, что АТР сейчас — это тот голос когда-то в 60-е годы, откуда я знал про крымских татар. Как BBC, как «Свобода», как «Голос Америки». Потому что иначе сегодня про Крым мало что можно услышать. Власти старательно выносят Крым за скобки, прячут его. Вроде бы уже ничего такого, ну сколько можно, мол, говорить. Это все от лукавого. Все от лукавого. Крым есть, был и будет в центре внимания таких людей, как я, диссидентов, правозащитников. И мы видим, как много сегодня людей, которые интересуются Крымом, пытаются помочь Крыму, пытаются помочь людям, которые вынуждены были уехать десятки тысяч из Крыма, для того, чтобы они смогли продолжать. АТР — это не просто голос, это трудно переоценить его значение. Потому что это и образование, и воспитание, и развитие идентичности крымско-татарской. Связь с Крымом. Особенно сейчас, вот в этот тяжелый год коронавируса, COVID-19, когда очень ограничены средства общения, когда в России сложно работать с интернетом и с международными разными ресурсами, голос Крыма, голос АТР — это тот голос, через который могут передаваться все. И традиции, и культура, и язык, и религиозные различные элементы. Он как бы единственная отдушина сегодня для крымских татар, которые смотрят в мир и доносят для них и информацию о мире, и о них самих, и главное о том, что крымские татары во всем мире пользуются большой поддержкой. Спасибо вам, безусловно-таки, за реальную поддержку. Вот вы упомянули, кстати, про то, что интернет все менее доступен. И там же в России раздаются идеи о суверенном интернете, о том, что еще сейчас как-то гипотетически можно найти, хотя они нас там блокируют, да, а вот если вырубится АТР через спутники, как мы сейчас вещаем, то спутник заглушить невозможно, да, и тарелки люди специально ставили в Украине. Это средства, это финансы. Да. А если они закроют интернет, то наши люди вообще окажутся как в Северной Корее, вообще без всего. Да? Нет, то, что происходит, это форменное безобразие. И это не первый раз делается попытка лишить, обескровить АТР, лишить их без средств, чтобы он закрылся, чтобы вообще все забыли об этой проблеме. Потому что власти самой как-то неловко, они не могут сидеть спокойно, когда постоянно звучит Крым, Крым, потому что они ничего не делают для того, чтобы вернуть Крым, для того, чтобы сохранить связь и не только с крымскими татарами, с украинцами, которых тоже около 300 тысяч в Крыму, которые также нуждаются в поддержке. Но все-таки я всегда говорил, что есть такое понятие в делах национальных различных отношений, это позитивная дискриминация. Есть народы, которые заслуживают на позитивную дискриминацию, на более позитивное отношение, чем просто. Это не просто равные среди равных, а есть народы, которые просто могут исчезнуть с лица земли из-за вот таких действий, которые делает сегодня Россия, о которых забывает почему-то украинская власть, потому что им неудобно этим заниматься и лишний раз раздражать Россию они не хотят. Это ужасно все. Это настолько цинично, настолько прагматично, что просто хочется выругаться, глядя на то, что вытворяют вокруг крымских татар десятилетиями различные власти. Знаете, наверное, особенно так вот мне лично как бы за державу обидно, что на той неделе, 11 числа, Европейский парламент проголосовал большую резолюцию, которая называется «Ассоциация Европейского Союза с Украиной».
И там наши истинные друзья Украины, крымских татар, ну они все, это весь парламент голосовал, европейский, это парламент Европейского Союза, куда мы стремимся, по Конституции стремимся туда. Он написал целую статью 60, которая касается поддержки, а точнее отсутствия поддержки. Там только один пункт плюс поставлен, это он еще на будущее, там стратегия развития крымстарского языка. А все остальные пункты это сплошное как бы перечисление того, что не сделано, да. И насчет АТР, там просто они прямо говорят, что они настойчиво призывают, даже не призывают. Ну, там сейчас мы дословно цитату посмотрим. Вы видели, нет? Нет. Так вот, они там, европейские парламентарии, раньше, чем наши парламентарии, в своих официальных документах признали крымских татар коренным народом Украины. У нас до сих пор он не признан на законодательном уровне. А это то, что ЕС, это имеет законную силу. Давайте послушаем вместе с Осипом и обсудим эту ситуацию. Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. Ну вот не добавить, не прибавить. Как да, все ясно. То, что европейские понимают, как бы у нас многие вообще даже не понимают, что это за язык такой. А может, они делают вид, что не понимают? И не хотят. Они не хотят просто слышать, не хотят проблем. Потому что своя рубашка ближе к телу. К сожалению, политическая нация у нас только начинает выстраиваться. Вот эти Майданы наши помогли в этом сильно, но до окончательного становления политической нации, когда мы все будем считаться одной политической нацией, несмотря на то, кто мы, евреи, крымские татары, поляки или румыны, до этого еще очень далеко. Вы знаете, у меня есть очень сложное чувство по отношению к одной идее, которая меня постоянно преследует с начала войны. Что я помню, когда-то я был на 60-летие у Мустафы в Крыму. Джемилева. Да, у Джемилева. И был Ющенко там, который обещал крымским татарам, это же было еще перед выборами, обещал крымским татарам вот эту автономию. К сожалению, он не выполнил обещание свое. А я говорю сегодня уже, хотя мне это сложно произносить, что если бы крымские татары получили вовремя национально-территориальную автономию, вот в те годы при Ющенко, они бы прошли огромный путь. То есть возрождение было бы ускорено намного. Порядка 15 лет у них была бы своя страна. И тогда, я добавляю, хотя у меня есть сомнения в этом, что было бы кому защищать Крым. Вы знаете, тогда не было бы у России желания туда и идти даже. Это у России... Потому что воевать... они же обманом, это же гибридная война. Но они имитировали там... но у России имперские замашки. Да. Они, что им жалко положить 1 000 000 солдат своих, или 2, или сколько надо будет. Но говорю, тогда бы мы имели кому защищать Крым. Потому что в своей стране народ, который о ней мечтает десятилетиями, который наконец вернулся и получил от государства Украина национально-территориальную автономию, он бы стоял бы насмерть. И украинцам, к сожалению, все было бы совершенно наоборот. Да, и украинцам бы пришлось бы. Вы знаете, как нам относились. Но, с другой стороны... Охотничье оружие не регистрировали. Да. Но, с другой стороны, я когда это говорю, в то же время для меня другая мысль, Господи, говорю, это же такой ад был бы в Крыму, как сейчас на Донбассе. Понимаете, на Донбассе такой ад, в Крыму такой ад, но в принципе это же одна и та же тема. Если бы не было Крыма, не было Донбасса, ну и все остальное прочее. И вот это, конечно, ну, назовем так, ошибка Ющенко,
Ну, то, что опять поставили на российские, пророссийские элиты, отдали им на откуп Крым, да, оставили эту АРК, оставили потом этот флот и все прочее. Да. Все, ну, как бы делали все удобства, создавали все условия для и даже имитации вот этой русскости. Вот мы там русских защищаем. Эти просто моментом воспользуйтесь и все. Я даже не могу назвать это ошибкой. Это следовало из идентичности вот постколониальной страны. Угу. Страна была 400 лет колонией Российской империи, Советского Союза. Какой еще может быть ментальность у элиты этой страны, кроме такой вот полурабской? Она есть элита? Ну, номинально есть. Допустим, вся верхушка науки, производства, политики, армии. Это номинально считается... Я про политическую. Политическая какая есть. Какая страна, такая и элита. Что я могу вам сказать? Другой у нас быть не может. Я про элиту часто, когда очень сержусь, говорю, что откуда вы можете взять другую элиту? Если 400 лет элиту приучала сначала имперская Россия, потом Советская империя, и сейчас опять имперская Россия. Приучала к чему? К покорности, перед старшим братом, к грабежу своего народа и к утихомириванию своего народа, когда он начинал волноваться. То есть это просто предатели своего народа. Вот такая была элита. Ее выращивали тщательно из имперских центров на протяжении столетий. Откуда же мы возьмем пока вот другое? Сейчас, после Майдана, вроде война, первые поколения. И оно такое смешанное, да, все-таки? Там есть и предатели, и такие, и другие. Уже разбавляется нормальной молодежью, которая вырастает не в имперских, не в колониальных условиях, вырастает в свободной, пусть и примитивно-демократической стране, но они растут, и они становятся постепенно хозяевами этой страны. И ощущают ее как хозяева. Их мало еще, потому что старшее поколение, к сожалению, развращено теми годами советскими еще. Они застали их, они сформировались в те годы. И они хотят развратить и эту молодежь. А молодежь пытается сопротивляться. Это борьба не шуточная. Ну, и что я скажу? Вот нет сантиметра квадратного на территории, которая называется Украиной, которой не должно касаться понятия суверенитета. Все это Украина. И неважно, кто живет там, венгры в Закарпатье, или болгары в Одесской области, или крымские татары в Крыму, это все равно Украина. И биться за это надо, как за свое. Всем вместе. Как? Только вместе. Только вместе. Иначе ничего не получится. А как вот, Иосиф, вот как это в голове уложить? Вот вы все в своей жизни повидали. Вот Зеленский выступает. Мы хотим основать Крымскую платформу, запросить туда Соединенные Штаты, европейские страны, да, и с одной рукой Крымскую платформу они презентуют, а другой рукой вот он приедет на Крымскую платформу и скажет: уважаемый президент Украины, а что вы сделали? Ну, много не успели сделать, но вот крымско-татарский канал единственный закрыли. Да. Это как вообще, вот где? Ну, цель понятна. Заговорить проблему. Заговорить платформы, создать комиссию, создать рабочую группу. Комитет, рабочую группу, изучить проблему. Что тут изучать? То есть вы видели все это? С Крымом уже для меня 50 лет все ясно. Вся моя сознательная жизнь с Крымом все ясно. Он должен быть частью Украины и должен быть отдан крымско-татарскому народу, чтобы не только Украина, но и крымско-татарский народ имели суверенитет над этой территорией. А мы иначе не выживем, потому что там математически нас мало. Как ваш друг Мустафа Джемилев говорил, вы сначала сделали, ну это адресовал русским оккупантам, сначала сделали так геноцидами, что нас там стало так мало, а потом говорите, что ваше мнение можно не учитывать, потому что вас там так мало. Ну, это была сознательная политика имперская, чтобы было мало. Мы же помним эти годы, там, послевоенные, когда переселяли туда отставников, вышедших в отставку КГБистов, офицеров, там, партийных чиновников. Их как бы награждали их жизнью в Крыму. А там потом и кровью крымских татар каждый сантиметр напоен. Вы знаете, слышали про эту идею? Сейчас же закон пишется о переходном правосудии. И конкретно Министерство при интеграции оккупированных территорий говорит, что мы же не какой-то там Советский Союз сталинский, мы не будем выгонять тех русских граждан, которые туда незаконно приехали, предоставим им возможность там остаться, легализоваться в качестве либо податься на гражданство, либо вид на жительство получить. Я как представил, какой процент там будет коренного народа после таких вот предложений, да, я понимаю, что это содействие геноциду. То есть вытеснение населения — это же одна из форм геноцида, да? Вот как вы к этому? Я согласен, выгонять не будем, они сами уедут. Нет, я тоже так думаю. А тут такие идеи берутся, зачем они озвучиваются?
Ну, это игра в либерализм, так называемый. Вот какие мы либеральные, как мы понимаем всех. А что тут понимать? Я хочу, чтобы вы понимали то, что с этой стороны фронта, чтобы вы хорошо понимали. А выслушивать мнение другой стороны, которая находится по ту сторону фронта, ни к чему. Вот у меня журналистка одна, «Голос Америки». Я ее водил по Бабьему Яру целый час на морозе, замерз, ужас, больше даже часа. Рассказывал ее трагедии, о том, что сегодня с памятью происходит, как россияне хотят захватить Бабий Яр. Да, и так далее. Она меня выслушала, все записала, говорит, вы знаете, я вынуждена запросить мнение другой стороны, тоже спросить. У нас такой принцип в «Голосе Америки». Я говорю, послушайте, если вы приезжаете на фронт, берете интервью у украинских солдат и офицеров, вы что, потом переходите фронт и берете у российских солдат и офицеров? Что за равновесие во время войны? Вы же гражданка Украины, говорю. Не, ну это просто абсурд. Это, извините, в кавычках, либерализм доводит до полного абсурда. До беспомощности. Да. Вот так и здесь. Нет никакого второго мнения. Этот Крым должен быть крымско-татарским. Да, именно с гарантиями нас, как коренного народа. Я помню, я же в самиздате читал эту книгу Аксенова «Остров Крым». Ну и как? Замечательная книга. Ну как, и там крымские татары хозяева Крыма. Самая важная нация. Есть и другие, естественно, почему нет? Крымские татары – европейская нация. Они очень сильно изменились за последние столетия. Они понимают, что такое демократия, что такое выборы. Они уже живут эти много лет. Я думаю, что те, которые будут лояльно относиться к самой идее крымско-татарской национально-территориальной автономии, неважно, украинские, болгары, армяне, русские, неважно кто они, если они лояльны к народу, который является символом Крыма, да пусть себе живут. Никогда никого в жизни не трогали. Да пусть себе живут на здоровье. Но если будут идеологические диверсии, настоящие диверсии, если будут делать то, что они делали перед захватом Крыма, ну, так извините. Но вообще, это, знаете, идея, я когда рассказываю идеи, вот предложить оккупантам остаться, на Западе это нельзя на один язык не переводится, потому что они говорят, такого не может быть, этого не может быть вообще никогда. Никакие конвенции про оккупацию этого гостеприимства к оккупантам не предусматривают совсем. Кстати, вот рух опора капитуляции, к стратегической раде, к которого я отношусь, вот, сейчас предлагает закон об оккупационных администрациях. Вот, жесткий закон. Действительно, нужный жесткий закон. Отделить тех, кто работает на врага сознательно, и тех, кто не работает. Конечно. То есть это вот все игры, давайте мы их простим. Они что, нас прощают? Как это можно прощать? После преступлений погибло там 14 тысяч украинцев. Разрешить им спокойно уехать? Да. Это уже благо для них огромное, да. Очень большое. Да, очень большой подарок судьбы, да. Вообще, в последнее время, конечно, очень много всяких знаков таких, что идет реванш. И не зря вот у вас рух так называется, капитуляция совсем уже, да? Как бы крайняя форма реванша. Да? Да, это крайняя форма реванша. Ну, любому реваншу предшествует сначала капитуляция здесь, в головах. А какие вы видите сам такие главные признаки вот этого сдачи там, медийного пространства, исторического пространства, какого-то еще? Мы пытаемся сопротивляться на всех фронтах попыткам капитуляции. Вначале речь шла о прямой капитуляции на военном участке, там, где происходило столкновение постоянно. И когда Зеленский ехал в Париж тогда, помните, в декабре 2019 года, мы раскачивали ситуацию, начиная с лета, увеличивая митинги, народные вещи. Я помню, десятки тысяч человек уже участвовали. То есть он ехал уже как бы испуганный тем возможным исходом, который его ждет. А ведь наши все политики, у них ночные кошмары – это Майдан. Потом приходит к власти, и вдруг возникает Майдан, который его такой черту сносит. Поэтому он в этих выступлениях, тогда рух опора капитуляции, видел прообраз будущего Майдана. И он боялся, поэтому он не позволил себе капитулировать тогда. Сейчас, когда прошло уже время, он уже сейчас как бы не то чтобы изменился, но он понимает, что если он дальше будет вести себя так же, позволяя капитулировать на разных участках этого многогранного, многомерного фронта, он будет терять намного быстрее голоса, свою поддержку, рейтинг, чем он терял до сих пор. У него и так уже меньше половины осталось. Если он окончательно
сдаст интересы Украины, и в частности интересы Крыма, интересы Донбасса, о чем он хочет обо всем забыть, чтобы его не трогали, возможно. Но мы ему не дадим об этом забыть. Ну вот он закрыл, ну считай, что он закрыл 3 таких одиозных телеканала. Прям патриот. Прям. Ну, Эдер, Ну говори свое мнение. Не будем об этом. А почему не будем? Потому что эти каналы были токсичными всегда. Я же их знаю. Ну, ЗИК недавно, когда он перешел опять в управление к этому другу Медведчука. А те 2 канала, News One, кошмар, просто чернуха. Да. 112, который я пошел один раз и сказал, что больше... А представители власти спокойно туда ходили, между прочим. Больше я туда не пойду. Вот. Так вот, они мочили Украину, в прямом смысле слова, постоянно все эти годы. Почему он вдруг сейчас так сполошился? Потому что они его начали трогать. Они уязвили его. Они начали обижать на этих каналах лично. Ну, просто им пришло из Москвы указание, видимо. Лично Владимира Зеленского. Вот. Поэтому... Думаете, Америка тут ни при чем? Да, ну, это мифы и сказки, что Америка. Ну, какая Америка? Он раньше что, прислушивался очень к Америке, к ее мнению. Ну, администрация изменилась, и Байден не Трамп, в общем-то. Ну, еще никто не знает, что и как будет, а уже... Я не думаю, что Америка играет существенную роль. Его самолюбие, мне кажется, играет намного большую роль в этой истории с закрытием канала. Во-вторых, еще не вечер. Посмотрим, что будет дальше. С Конституционным судом тоже он вроде бы хотел напомнить. Так резко подействовал, а потом отступил. Но уже лучше не действовать. Но лучше... тут обратный ход будет равен вообще трагедии. Да нет, это невозможно. Если ты не хочешь ударить, даже не замахивайся и не угрожай. Потому что это получается, ты просто теряешь свое лицо, если оно у тебя еще есть. Ну, а что будут делать эти? Вообще россияне, конечно, всегда ведут себя предельно нагло. И что будет, вот как они будут, какие указания Кремль даст этим каналам, что они будут устраивать здесь? Ну, они сейчас пошли там на смешные разные попытки, импичмента и прочее, но это все чепуха. Будет организовано давление по всяким каналам, и экономическим, и политическим, психологическим. Агенты влияния, которые есть у России на Западе, будут как-то вот сетовать так, ну что ж вы так резко. То, что война идет, им наплевать. Во время войны каждая страна должна иметь возможность защитить свое информационное пространство. Я об этом говорил Порошенко, что вы цацкаетесь. Ну, в конце концов, война есть. Я правозащитник, говорю со своими коллегами-правозащитниками, говорю, давайте мы сами выступим с ограничением наших прав, которые мы завоевывали десятилетиями, в том числе в тюрьмах и лагерях. В условиях войны это обязательно. Война же. Раз война, должна быть введена определенная ситуация. Парламент должен предусмотреть такую ситуацию, разработать законы. Я привожу в пример Америку. Америка самая, как бы, страна с культом частной собственности. И с наименьшим количеством запретов вообще. Да. Государство. И вот, в Америке транспорт практически весь частный. Государственного почти нет. Морской транспорт, авиатранспорт, все частное практически. Маленькие исключения есть. Так вот, есть закон, принятый в свое время Конгрессом, что как только наступает военное положение, все это, вся эта армада транспорта переходит в единоличное управление президентом. То есть моментально демократическая, супердемократическая страна превращается в суперавторитарную страну, потому что иначе войну не выиграть. Но для этого надо иметь такие сильные институции, которые даже вот Трампа пережили при всех его проблемах. Для этого надо иметь такую страну и такой народ, который не даст... А кто Трампа победил? Вот ключевое, хочу вашу версию слышать. Победил кто? Ну вот, да, главный фактор того, что Трамп... Ну, знаете, я Трампу, честно говоря, даже сочувствую. Потому что сейчас... Ну, серьезно. Потому что его сейчас бьют уже лежачего. Ну, это не... Чтобы он до тех выборов не очухался просто. Это некрасиво бить лежачего. Меня так с детства учили во дворе, что лежачего не бьют. Но просто не хотят, чтобы он политически целым пришел к следующим выборам. Дело не в нем. Они не понимают, что есть тенденции мировые, есть определенные сдвиги, которые происходят как тектонические вот в земной коре. И они не властны политики регулировать это. Они бессильны перед этим. Это как цунами, как землетрясение.
Сейчас есть общий тренд правоконсервативного сдвига. Ну, Вы видите его? Я его доказываю, у меня лекция есть на эту тему. Вот я Я могу вашим слушателям прочитать лекцию. Мне кажется, вокруг не леваки и политидиоты. Это не совсем так. Все-таки повернулся маятник. Это не совсем так. Маятник сейчас отклоняется вправо, и уже лет 15. Я могу это цифрами доказать. И дело не в Америке даже. В Америке даже Байден, который пришел сейчас к власти в Америке, несмотря на то, что он как бы демократ, но он относится как бы к правым демократам, да, он вынужден будет, даже из одного хотя бы фактора, это агрессивной России, занимать позицию консервативную, республиканскую больше. Сейчас же нет четких границ, как когда-то, как 100 лет назад, между левыми и правыми. Вот я вам приведу пример, когда Рейган и Тэтчер, холодная война, в конце 70-х годов, вторжение в Афганистан. С этого все началось. Во Франции было либеральное правительство. Оно встроилось в правый формат. А куда денутся? Мир вынужден считаться с такими угрозами, как нес тогда Советский Союз, а сейчас имперская, неоимперская Россия. То есть вы видите, что тенденция пошла к тому, и просто Байден — это один из знаков этой тенденции, что будет некая консолидация Запада, похожая на консолидацию после того, как СССР в Афганистан вторгся, что привело к бойкоту Олимпиады, потом к эмбарго и так далее, и так далее. Когда Трамп пришел к власти, я был в Америке, давал интервью там известному очень уже Виктору Топалерову, покойный уже, к сожалению. Да, я его знал, выступал у него несколько раз. И он меня спрашивал, Трамп, я говорю, я хотел бы, чтобы Трамп стал вторым Рейганом. Но, скорее всего, у него это не получится. Так вот, если у него это не получится, Америка родит другого политика, который встанет на эти позиции, как Рейган, и все равно объединит вокруг себя вот такую консервативную часть, правоконсервативную часть мира, никуда не денутся, встроятся в эту же. Это не от них зависит, Айдар. Это зависит от мировых силовых линий. Они ведут историю, а вовсе не политики. Это у политиков такое самомнение, что они сильнее всех. Сейчас они получили оплеуху, к сожалению, с жертвами от коронавируса. 219 стран и территорий. Где их всесилие, этих политиков? Причем где больше популизма, там больше жертв. Где их ресурсы? Да. То есть они оказались бессильными перед маленьким вирусом. Поймут ли они, вынесут ли из этого какой-то урок, неизвестно. Скажите, а вот отходит ли в прошлое эра популизма? Она же не у нас началась, да? Это и это и Борис Джонсон, по-моему, раньше всех в Британии, такой тоже импозантный товарищ, который способствовал выходу Британии из ЕС, да? Это и Трамп, понятно кто, это и Макрон, очень своя эксцентричная личность, такая не классического политика, да, и так далее. Много таких. И у нас, соответственно, тоже такая власть. Мне иногда кажется, что под популизмом мы прячем то, в чем мы не хотим разбираться. То, что слишком сложное. Но нельзя просто наклеить ярлычок «популист» и все. Трамп, кстати, выполнил многие свои обещания по созданию рабочих мест, по переводу предприятий. Нельзя его назвать чистым популистом. Ну, смотрите, в действиях почти всех политиков, кроме самых фундаментальных, есть элементы популизма. Ничего не поделаешь. Вот у нас популистские политики в моде, да, особенно последние там 2-3 года. Но это же было видно и раньше. Я в 2018 году выступал на каком-то, помню, в книжном арсенале, круглый стол по правым радикалам. И меня там выступающие пугают правыми радикалами. Я сказал, что меня пугаете ими? Посмотрите, у этих 1%, у этих 0,5%, у этих 1,5%. Почему я должен бояться силы, у которой нет электоральной поддержки? Еще непонятно, радикалы ли это физически. Да. Я говорю, вы посмотрите, популисты, за популистов готовы проголосовать 35%. Это был осень 2018 года. И вот мы получили это. Но когда есть главные популисты, которые просто обещают все невыполнимые вещи, не обращая внимания, что это вообще какое-то полная ахинея. Невозможно это. При всем желании выполнить это невозможно. Как остановить войну, которой руководит Путин? То, что от тебя не зависит. То есть нельзя... Что такое популизм? Это когда ты обещаешь то, что не зависит от тебя напрямую. Я говорю грубее. Популист тот, который врет избирателю, причем понимает, что он это делает. Только ради вот этой мгновения, этой победы. Может, наш не понимал, он все-таки из другой отрасли. А для чего у него советники? Не надо списывать, что не понимает. Если не понимает человек, что он делает, так зачем же он идет в президенты?
Вот. Мы получили, но я пока говорю, что другие претенденты на президентскую вынуждены также вмешивать в свои программы популистские элементы. Потому что иначе тот вообще всех обгонит, что он, кстати, успешно и сделал. Да, к сожалению, это так. Но мы вырастаем на постсоветской почве, на постимперской почве, где нет никакой ответственности за свои обещания, за свои обязательства, где ты знаешь, из тебя никто ничего не потребует. Репутации нет. Да, репутации нет. Репутация важнее Конституции. И авторитета, да, который выстраивается всей жизнью, нету также. Ведь у нас доверие к политикам нулевое. Просто на ниже плинтуса. Все равно их избирают каждые 4-5 лет. Ну, вынуждены, других нет. Вот Байден, извините, 36 лет сенатор от одного штата. Ты можешь себе представить? Это 9 каденций. 9 каденций. Да. Но я думаю, что даже такие, как Байден, тоже их жизнь немножко сдвигает вот по тем силовым линиям, о которых я уже упомянул. Но вот смотрите, на мой взгляд, что у нас противодействует созданию политической элиты? Это то, что нет понятия репутации. То есть любой может заявить о себе, оттеснив других, и потом те забудут, что он говорил. Ну, вот такой память рыбок называется. Да? И второе, это нет культуры признания ошибок. То есть вот даже в американской журналистике есть такой порядок. Если ты ошибся, добросовестно. Про клевету речь не идет. Да. Но ты ошибся. Ты извинился и идешь дальше. Правильно, да. Но это все производные от того, что является идентичностью коллективной данного народа, которая имеет сложную эволюционную природу. Да? Потому что вот даже в психологии, в социальной психологии есть, это все уже разобрано, есть терминология. Есть люди в социуме с устойчивыми идеологическими и, следовательно, политическими убеждениями. Вот есть стойкие правые, то есть консерваторы, республиканцы, есть устойчивые левые. Так? Их достаточно большой процент. И есть дополнительная часть, которая не имеет устойчивых убеждений, и они каждый раз колеблются под действием средств массовой информации, политика, выступлений, особенно популистов. Ну что, если пообещал все, почему же за него не проголосовать? Да. Те же такой ответственный политик никогда не будет настолько популистом. Да. Вот это меньшинство влияет на равновесие. Как я шучу, что Бог создал мир не для того, чтобы победили демократы, а для того, чтобы баланс побеждал все время между ними. Вот. В наших обществах минимальное устойчивое количество, очень маленькое. И слишком большое количество тех, большинство, кто подвержен. Большинство неустойчивых, которые подвержены этим количествам. Это увидели на этих выборах. Это 73%. Это большинство подвержено влиянию популистов, средств массовой информации, собственных разочарований, отсутствие терпимости, отсутствие терпения. Брехни просто, которые из медиа идет. Страна, народ не сразу строится. Понимаешь, хочется дожить. Но я уже человек, можно сказать, преклонного возраста. Мне в этом году 75 лет. Да ладно. Не смеетесь, да. Я не мечтаю дожить до полного счастья Украины, потому что мне важно, чтобы был правильный вектор. Тогда можно спокойно Мне кажется, вектор, уходить. знаете, я не скажу такой комплимент, мне кажется, все-таки вектора ваше поколение добилось. Знаете, вот поколение... Я бы не хотел преувеличивать того, чего добилось наше. Это история вывезла. Мы оказались вот с той стороны, которая этому своими слабыми усилиями способствовала. На самом деле история вывозит разные народы из состояний таких ужасных, которых была Украина в предыдущие 400 лет. Приходит время, и просыпается сознание в народе. Мы видели это на Майданах. Это было еще небольшие количества. Вот последний Майдан, надеюсь, он не последний, да, в 2014 году, мы посчитали, что примерно 5-6 миллионов человек участвовали в Майданах, помогали Майданам, сочувствовали Майданам. Это уже 12-13% населения. Ну, активное население, это, конечно, активное население не бывает никогда, чтобы 100%. Для меня важно что? Вот эта политическая нация должен быть создан усилиями эволюции. Хребет прямоходящий. Нет, я называю не так. Я говорю национальный консенсус. 70-80% населения должны иметь точное, одинаковое понимание, куда движется страна,
в какую эпоху мы двигаемся, в какую цивилизацию мы идем, и что нам нужно работать для того, чтобы этого Тогда достичь. получается прорыв, как в Польше, как в Литве на запад, резкий прорыв туда. Ну, резко мы никогда не пойдем. Ну, достаточно быстро Мы по сравнению с нами. Да. будем вот так вот и дальше. Не, мы вот так ходим, мы как шатун. Шаг вперед, два шага назад или наоборот. Но, тем не менее, достигнуть национального консенсуса для страны очень важно. И всегда 15-20% могут быть колеблющимся. Это не страшно. Но, вот как говорите, хребет должен быть понимать. Это вектор, который указывает в будущее народа. Если он есть, значит, можно быть спокойным за это будущее. А если вот такие колебания, то всегда, ну, я не знаю, может, действительно опять Россия нас захватит, чего бы я очень не хотел. Вот просто никто в Украине давно не смотрел каналы типа Соловьева и так далее, российские. И их правильно отключили, спору нет. Но иногда для отрезвления в какие-то часы я бы куски показывал, потому что с какой-то вот, пульсирующей точкой, да, внимание, что про вас думают там. Не, на самом деле... Например, после 6 лет тюрем и лагерей мне не нужен Соловьев, чтобы вот, отрезвиться. Да, но сейчас вот у них риторика сейчас страшная. Они говорят, что вот Зеленский фашист, он закрыл наши, ну не наши, свободные 3 канала. Дальше, значит, он идет на обострение, Европа идет на обострение, Запад на обострение, и они открыто фактически угрожают войной. Но если Лавров глобальной войной там намекает на глобальную войну, что вот... попугивает. То эти у Соловьева прямо говорят, вот наша главная цель Украина. Собственно, я сомневаюсь, что у них есть какая-то иная цель в первую очередь. Насколько это вероятно, как вы думаете? Не верю. Почему? Знаете, как Станиславский говорит? Ну, обоснуйте. На репетиции. Не верю. Он не обосновал, он просто говорил, не верю. Он просто говорил, не верю, у него был авторитет, у меня нет такого авторитета. Да ладно. Как у Станиславского. Но я не верю в полномасштабную войну в сегодняшнем мире, потому что, во-первых, это чревато глобальной войной и неполным неконтролируемости исхода в ней. И на это даже сумасшедшие, которые в России могут оказаться у власти, гораздо более сумасшедшие, чем Путин, вряд ли решатся на это. Потому что на самом деле влияние России, ее военная сила, ее экономическая сила, это все дуто. То есть это понты, да. Если так уж выражаться. Нет, что-то есть, но в основном это понты. Они запугивают, потому что благополучные жители на Западе боятся самого упоминания о войне. Как любой интеллигентный человек в подворотне, встретив хулигана, боится его. Потому что он знает, что если нет полицейского рядом, его как бы не только кошелек, но и жизнь его тоже кончена. Вот. Они боятся, естественно. Вот мы не думаем, живущие в Украине, не думают о ядерной войне. А в Австрии, в Чехии, в Италии думают о ней и боятся ее. Но, тем не менее, Запад понимает, что не может сдать все свои позиции. Это абсурдно. Он уступает, делает умиротворение агрессора, как это делал и раньше, но в то же время наращивает политику санкций. Украина сама не может справиться с этой проблемой, с Россией. Но вместе с Объединенным Западом, вокруг такого правого лидера, который объединит вокруг себя западный мир, и Украина будет вместе с ними, они смогут дожать и принудить Россию к миру. Вы знаете, даже я, а вы тем более, мы помним не только пломбир за 20 копеек, но еще тотальный дефицит, карачка Буша, а до того санкции, рост цен, инфляцию, безнадегу. И когда дошло до того момента, когда русские прямо в России говорили, пусть Украина уходит, пусть все уходят, нам никто не нужен, Советский Союз перестал быть ценностью буквально за очень обозримый промежуток времени. Для меня я прогноз спросить. Другие аспекты важны. Прогноз спросить у вас. Мой прогноз, я же говорю, основан на моей идентичности, собственно, на моем ощущении истории. Коммунизм убил на планете 100 миллионов человек. Прогноз. Можно ли победить Россию так, как СССР, задушив санкциями? А кто думал... смотрите, вот я был среди диссидентов. В 80-е годы мы что, думали о том, что через 5-6 лет закончится Советский Союз? Никто об этом не думали, конечно. Нет, но, может, Рейган думал об этом. Секундочку, мы хотели этого. Да. У меня в 1981 году была такая науличная дискуссия с моим куратором из КГБ. Когда я освободился после первого срока, он меня пришел воспитывать. Я его слушал, он говорит, что вы тут не говорили? Я говорю, все равно, Советский Союз распадется, а Германия объединится. Это был 81-й. Но реально я в это не верю, что это произойдет вот в ближайшее... Вы его троллили, так бы сказать. Да. Ну а что? Да. Поэтому говорю, мы не знаем предела терпения россиян,
предела крепкости России. Никто этого не знает. Это все прикрыто, закамуфлировано. Но пределы их экономики все-таки, наверное, можно оценить. Да, вот поэтому режим санкций, если он консолидированный и выполняется реально, он действенный. Это медленное нажимание на Россию, чтобы принудить ее к миру. Никто не хочет Россию завоевывать. Другой вариант — это просто война. Никому не нужна война. Ни россиянам, ни Западу не нужна. Я не верю в войну, честное слово. Но я верю, что последовательная политика санкций приведет к умиротворению России не к показному, а к реальному умиротворению. А почему тогда не дожал Запад? Почему тогда Запад успокоился на заявлениях, что мы мирная страна, и отдал, не просто согласился с этим, а не разоружил Россию, сделая правопреемником СССР, и даже все оружие свезли к ним из других союзных республик? Вы знаете же, история не знает сослагательного. Но это ошибка же была явная. Это была реальность того времени. Они не могли сделать иначе, они сделали, как сделали. Это был шаг, достаточно важный шаг, потому что с этим шагом много народов обрели независимость. Россия тогда отдала все, слушайте. Они были в положении, когда есть было нечего. Когда 500 самолетов американцев с курями, извините, летели. Я в юности любил научную фантастику, а это как бы фэнтези. Это вообще даже не научная фантастика. Ну, чего мы будем мечтать о несбыточном? Вот реальное дожимание экономическое, изоляция политическая, моральная, чтобы они все были не рукопожатые, чтобы им закрыли все. Комплекс мер поставит Россию на своем месте. Пусть занимается своими внутренними делами, пусть думает о своем населении, о здравоохранении, о том, чтобы накормить, вылечить и так далее. К этому их надо принудить. У них имперский комплекс, и они себе не мыслят иначе, чем каким-то... Ну, понимаете, немцев вылечили очень жесткой хирургией, да? Советский Союз не долечили. Как бы дезинтегрировали Советский Союз, но не долечили. Раз на раз не приходится. В истории один раз так, один раз иначе. Россия еще, я думаю, грозит развал. К сожалению, я хотел бы, чтобы он был бы управляемым, этот развал. Потому что неуправляемый развал даст нам больше проблем, чем вот та ситуация, которая сегодня. Потому что на нашей границе окажется куча раскаленных осколков бывшего России, вооруженных ядерным оружием и прочей гадостью, которую они накопили за это время, они начнут выяснять отношения между собой и с нами. А американцы просто не захотят в этот ад лезть. Но это уже только общими усилиями можно такое купировать, а иначе как? Так об этом надо думать сейчас, а не тогда, когда это случится. Я вам очень благодарен, что вы пришли. Один из лучших людей нашей страны. Нет, это я сказал, это не вы. Очень смешно. Нет, не смешно. Не смешно абсолютно. Один из самых мудрых людей, друзей крымско-татарского народа. А вот мудрость как раз приходит тогда, и об этом сказал Иосиф Бродский, когда ты начинаешь понимать и чувствовать, что есть люди, которые умнее тебя намного. Вот это настоящая мудрость. Тогда я мудрый тоже. Спасибо, Иосиф, большое. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо. Мы продолжим и дальше наш телемарафон. Обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, в YouTube. Если у вас есть желание реально помогать каждый день, ежемесячно помогать, можно подписаться и нужно на наш Patreon АТР. Там есть любой вариант платежа, можете выбрать, но постоянная поддержка — это то, что значит мы с вами рядом физически, не только, знаете, там благое пожелание, посмотрел в окно, пожелал доброго пути и все. Поддержка еще и такая, она тоже важна и для нас, и для вас, потому что быть причастным к борьбе против такого зла, как Русская империя, Русский рейх, это дорогого стоит, и будет что рассказать внукам. Вот. А Русский рейх будет разрушен, обязательно, вот тут же ваш выбор, участвовать в этом самому или нет. До новых встреч. Да, спасибо, Эдер, за приглашение. И хочу сказать, что у евреев есть такой слоган, который повторяется 2000 лет на Песху, на Пасху. Бешана Баба Иерушалаим, в следующем году в Иерусалиме. Вот у крымских татар и у всех, кто их любит и сочувствует им, как я и мои друзья, должен быть слоган такой же, что в следующем году в Бахчисарай. Так это я придумал когда-то. Я переделал еврейскую мудрость и даже попросил, я так языком не владею, перевести Келли Джекси небо. Хорошая идея. Так что спасибо еще раз огромное. До свидания.